Послушайте предложение, скажите, цели вещи. Зимой сату расцвели яблони. Весной расцвели дальше. Поднимай, простевалась. Как нам внизу расстилалась ледяная. А когда? А ты без очков? Нет, я в очках. Вверху. Я даже не вижу ошибка. Когда ошибки, да. В ответ я киваю, головой. Я же когда вы хотите, да, самолет сюда, чтобы помочь людям. Самолет летит. Самолет летит. Скоро удалось мне на машине. Я тоже не понимаю. Скоро мы доедем туда, на машине. Мальчик стеклом разбил мяч. Мальчик. Ну, то есть вот так, да? После грибов будут дожди. После дождей весной луга затопила. Река затопила лесной. Видео не будет второго? Нет, все видео будут. Я не вижу. Смотри, где вы говорили, где у вас будут плечики снимать? Я снимаете плечики. Я убрала, когда себя буду нет, вы пока тестируете. Просто если вы какие красивые девушки смотрят. Так, все выключают, то надо говорить всякое. Здравствуйте, уважаемые родители, уважаемые коллеги. Вы слышите меня? Если со звуком у вас все в порядке, поставьте, пожалуйста, в часе знак «плюс». Мы будем знать, что с технической стороной у нас сегодня нет проблем. Слышно меня? Так, вижу, Елена написала, плюсик поставила. Вас приветствует коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа детский сад номер 1» города Воркуты. Наше учреждение реализует инновационный проект «Центр консультативной помощи родителям детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями «Мы рядом». В рамках мероприятия ведомственной целевой программы развития современных механизмов и технологий дошкольного и начального общего образования государственной программы Российской Федерации развития образования. С информацией о нашем консультационном центре, о специалистах, оказывающих бесплатную консультационную помощь родителям детей дошкольного возраста, с советами и рекомендациями наших специалистов вы можете ознакомиться на страничке «Консультационный центр» официального сайта нашего учреждения. Мы являемся сотрудниками данного центра и готовы провести бесплатную консультацию для родителей, законных представителей, детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. Консультации могут быть не только очные, но и дистанционные, по телефону. Вы можете задавать свои вопросы на электронной почте. Также на страничке «Консультационный центр» есть ссылка на интернет-приемную, в которой вы также можете оставлять свои письменные сообщения, и на них обязательно сообщать. Все реквизиты нашего учреждения, все электронные адреса будут на крайнем слайде нашей презентации. И сегодня, уважаемые слушатели, мы предлагаем вам рассмотреть следующие вопросы. О развитии правильной, красивой речи ребенка дошкольного возраста, о показателях речевого развития дошкольника. Учитель-дефектолог даст рекомендации родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы поговорим о развитии речи дошкольника во время проведения занятий по физическому развитию, как в домашних условиях, так и в дошкольной образовательной организации.
Уважаемые родители и коллеги, в ходе вебинара у вас есть возможность задавать в чате вопросы, и мы обязательно на них ответим прямо в ходе нашей встречи. Развитие речи у детей многими взрослыми воспринимается как главный показатель интеллекта. Такой подход объясняется тем, что в высказываниях и в разговоре прослеживается осведомленность и логика. Безусловно, мышление и речь, как психологические процессы, очень тесно взаимосвязаны. Но речевое развитие является только частью интеллектуального уровня личности. И в то же время для дошкольника речь – это многофункциональное средство. С ее помощью он получает информацию и устанавливает взаимосвязь с окружающим миром. Слова ребенку помогают закрепить в сознании результат предметной деятельности. И благодаря речи дети приходят к восприятию и использованию образов. Речь дошкольников эгоцентрична и спонтанна. Он больше говорит для себя, используя повторение и монолог. Это как мысли вслух, с произношением которых приходит понимание. Слова служат усилителем деятельности и поддерживают ребенка в его действиях. Психоречевое развитие ребенка происходит прежде всего в силу закономерных процессов созревания организма и становления личности. Все, чем неосознанно руководствуется малыш, познавая мир, это его потребности. Взрослые же прекрасно понимают, что ребенок должен за несколько лет осилить немалый путь в развитии речи. Задачи, которые вы сейчас видите на слайде, самые важные в речевом развитии детей дошкольного возраста. Они решаются постепенно, на каждом возрастном этапе. Трехлетний ребенок владеет фразовой речью. При построении предложений употребляет предлоги, союзы. В его речи есть наречие, местоимение. О себе малыш говорит в первом лице, выражая с помощью речи свои желания. Если родители не теряли зря времени, отведенного им для развития связанной речи своих детей, то трехлетний ребенок сможет описать несколькими предложениями свою любимую игрушку, рассказать о только что произошедшем событии. Речь для ребенка 3 лет является регулятором его поведения. Он слушается старших, то есть выполняет их указания, сделанные в словесной форме. Ребенок уже владеет понятиями посуда, одежда, овощи, фрукты в пассивной речи, хотя еще не пользуются ими в активной речи. Дети, с которыми проводились целенаправленные занятия по расширению словарного запаса, включают в свою речь прилагательные, обозначающие признаки по форме, размеру, цвету. Глагольный словарь обогатился названиями действий, которые уже умеет выполнять ребенок. Рисовать, раскрашивать, катать. Малыш знает, что машины двигаются то быстро, то медленно. Мяч летит вверх, а падает вниз. Добросовестные родители, конечно, уделили очень много времени и привили своему малышу интерес к книгам. Ведь более благодарного слушателя, чем 2-3-летний малыш, не сыскать. Маленькие книголюбы смогут вам рассказать наизусть всю букву-цокотуху, расскажут трепку, споют за колобка и попытаются тонким голосом возмущаться за Мишутку из сказки «Три медведя». Вашему малышу уже 4 года. Он уже многое умеет, не стесняется говорить с посторонними, строит грамматически правильные предложения. Словарный запас состоит из слов различных частей речи. Заучивание наизусть стихотворений и чистоговоров способствовало улучшению звукопроизношения. Речь стала внятной, четкой, практически все звуки ребенок произносит правильно. Речевое дыхание улучшилось, голос приобрел нужный тембр. Ребенок может регулировать его громкость. У вашего 5-летнего малыша
Речь чистая, внятная, без нарушений звукопроизношения. Ведь в этом возрасте уже закончился процесс овладения звуками. Возросла речевая активность. Ребенок не только задает вопросы сам и отвечает на вопросы взрослого, но и охотно, и подолгу рассказывает о своих наблюдениях и впечатлениях. Употребление предложений более сложной структуры являются причиной встречающейся в речи ребенка 5 лет отдельных грамматических ошибок, чаще всего на согласовании числительных с существительными. И уже сделаны первые шаги по овладению грамотой. Малыш научился замечать в словах отдельные звуки, а простые слова пробует анализировать полностью. Речевые навыки поднимаются на новый уровень в старшем дошкольном возрасте, это 5-7 лет, когда на смену ситуативным простым предложениям приходит связанная речь. Познавательное речевое развитие старших дошкольников позволяет им излагать свои мысли понятным языком. В этом возрасте дети говорят, ориентируясь на слушателя. Шестилетка осваивает речевое планирование. Если ранее слова сопровождали действия или шли за ними, то в старшем дошкольном возрасте они выходят на первый план. Дошкольник сначала продумывает и рассказывает, что он намерен сделать. Важным достижением в этом возрасте является появление речевых форм деятельности. Старший дошкольник воспринимает как деятельность слушание, рассказывание, чтение, рассуждение. Одной из причин, задерживающей нормальное речевое развитие детского звукопроизношения, является вредная манера взрослых говорить с детьми, подстраиваясь к их неправильному произношению. Искажения детской речи также вызываются неправильной речью окружающего ребенка людей, неясное, косноязычие или торопливое произношение, разговором в раннем детстве на разных языках. Причиной затянувшегося развития детской фонетики является то, что в семье не обращают должного внимания на неправильную речь ребенка, не оказывают ему помощи путем показа нормального звукопроизношения. Родителям важно учитывать, что каждый ребенок имеет свой индивидуальный темп развития. Замечая у своего дитя проблемы в развитии речи в дошкольном возрасте и некоторые расхождения с нормами, им не стоит ревностно сравнивать своего ребенка с другими и догонять сверстников вот во что бы это ни стало. Однако оставлять без внимания этот вопрос нельзя. Так что же делать вам, уважаемые родители? На этот вопрос ответят наши учителя-логопеды. И я приглашаю Марину Васильевну Лернер, учителя-логопеда, которая расскажет о том, как же развивать правильную, красивую речь ребенка-дошкольника. Доброе утро, Марина Васильевна. Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые родители, бабушки и дедушки. Вы, конечно, хотите, чтобы ваши дети и внуки говорили правильно и красиво, чтобы они успешно учились в школе и не испытывали при этом трудностей. Ни для кого не секрет, что во время обучения в начальных классах у ребенка возникают трудности в освоении, владении русским языком. С чем это связано? Это связано с недостаточным уровнем развития речи. Многие дети с трудом строят фразы, не умеют грамматически правильно оформить предложение, у них бедный словарный запас и нарушено звукопроизношение. Бытующее мнение о том, что звукопроизносительная сторона речи развивается самостоятельно, без специального воздействия и помощи взрослых, будто бы ребенок сам постепенно овладевает правильным произношением, глубоко ошибочно. Речь не является врожденной способностью, она формируется постепенно, ее развитие зависит от многих факторов. Одним из условий нормального становления звукопроизношения является полноценная работа артикуляционного аппарата.
И одних только занятий с логопедом недостаточно для выработки правильных навыков звукопроизношения. Необходимо дополнительные упражнения с воспитателями и родителями. Более подробно остановимся на одной из важных компонентов речи – звукопроизношения. Правильное произношение звуков обеспечивается хорошей подвижностью и дифференцированной работой органов артикуляционного аппарата – язык, губы, небо. Иногда у ребенка возникают трудности в произношении слов. Тогда на помощь приходит артикуляционная гимнастика. Комплекс упражнений, направленный на развитие речи. Артикуляционная гимнастика – это комплекс упражнений для развития мышц артикуляционного аппарата – губ, щек, челюстей, языка и неба. Цель артикуляционной гимнастики – это развитие силы речевого аппарата, оттачивание верных движений органов, важных для четкого произношения звуков, слов, соединения их в единый поток речи. Артикуляционная гимнастика для детей состоит из множества комплексов, каждый из которых направлен либо на общее формирование речи, либо на устранение речевых дефектов. Правильно составить комплекс вам поможет логопед. Но к нему обращаются, как правило, только при выявлении каких-нибудь недостатков. Если здоровье в порядке, родители могут заниматься с ребенком в домашних условиях, используя специальный комплекс артикуляционной гимнастики. Вы можете укрепить речевые мышцы ребенка и подготовить базу для четкого произношения. Существует специальный комплекс артикуляционной гимнастики для свистящих с, з, ц, для выработки правильного произношения шипящих ш, ж, щ, ч. Комплекс упражнений для выработки правильного произношения звука р, ри. Комплекс упражнений для выработки правильного произношения звуков л, ли. Познакомиться с комплексом артикуляционной гимнастики вы сможете на страничке консультационного центра официального сайта нашего учреждения. В дополнение к общепринятым артикуляционным упражнениям предлагаю нетрадиционные упражнения, которые носят игровой характер и вызывают положительные эмоции у детей. Это упражнение с шариком. Двигая языком по горизонтально натянутой на пальцах обеих рук веревки, языком вправо-влево. Двигать шариком по вертикально натянутой веревке вверх-вниз. Вниз шарик падает самостоятельно. Упражнение с шариком чашечка. Цель его – поймать шарик в чашечку, ловить шарик губами и силой выталкивать, выплевывать его. Упражнение с ложкой. Чайную ложку зажать в кулак и приставить к углу рта. Толкать языком в вогнутую сторону ложки влево и вправо, вверх и вниз, соответственно поворачивая руку с ложкой. Язык лопаточка. Похлопывать выпуклой частью ложки по языку. Ложку перед губами, сложенными трубочкой, выпуклой стороной, плотно прижать к губам. Совершать круговые движения по часовой и против часовой стрелки. Упражнение для языка с водой. Не расплескай воду. Язык в форме глубокого ковша с небольшим количеством воды. Вода может быть заменена соком, чаем, компотом, сиропом. Сильно высунув вперед и широко раскрыв рот. Удерживать сколько может и проглотить. Вкусная артикуляционная гимнастика. Высунуть язык и продержать на нем соломинку как можно дольше. Втягивая жевательную мармеладку, спагетти в рот, через вытянутые в трубочки губы. Сделать усы. Удерживать соломинку у верхней губы с помощью кончика языка. Облизывать чупа-чупс, когда он сбоку, сверху или снизу. Речевое дыхание – это полноценное речевое дыхание является основой звучащей речи.
Оно обеспечивает нормальное голоса и звукообразование, сохраняет плавность и музыкальность речи. При правильном речевом дыхании ребенок сможет верно произносить звуки, говорить громко, четко, выразительно, плавно и соблюдать необходимые паузы. Самое первое, чему ребенку нужно научиться, это делать сильный плавный выдох ртом. Ребенку надо научиться контролировать время выдоха, расходовать воздух экономно и направлять воздушную струю в нужном направлении. Предлагаю вашему вниманию дыхательные упражнения для развития правильного речевого дыхания, с которыми вы можете с ребенком позаниматься в домашних условиях. Загони мяч в ворота, вытянув губы вперед трубочкой и длительно дуть на ватный шарик, лежащий на столе перед ребенком, загоняя его между двумя кубиками. Нюхаем цветок. Длительный вдох через нос, выдох через рот со звуком «а». Для автоматизации и правильного произношения звуков и формирования фонематического слуха можно использовать чистоговорки, скороговорки, загадки, стихи. Уважаемые слушатели, предлагаю вам поиграть в загадки и обманки. Я начну загадку, а вы закончите, подобрав нужное слово. Белым снегом все одето, значит, наступает, дети говорят обычно лето, но это зима. Ночью каждое оконце слабо освещает, по рифме подходит солнце, но ответ – луна. Кукарекает спросонок, милый, добрый поросенок, но ответ здесь будет петух. Высокий, длинноногий, летать ему не лень, на крыше из соломы устроился олень. А ответ здесь аист. Должно пройти время, когда малыш начнет говорить, а мы, взрослые, должны приложить немало усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно. Спасибо большое, Марина Васильевна. Я думаю, что ваши бесценные советы и такие потрясающие игры пригодятся каждому нашему слушателю. Играйте со своим ребенком. Счастливо. Спасибо вам До большое. свидания. До свидания, до новых встреч. А я прошу Тихонову Татьяну Григорьевну продолжить тему развития правильной, красивой речи ребенка-дошкольника. Здравствуйте, Татьяна Григорьевна. Здравствуйте, я приветствую всех участников вебинара. И хочу напомнить, что развитие речи – это очень важно. Зачастую родители считают, что для развития речи ребенка надо обязательно купить горы литературы, тщательно и длительно готовить и проводить с ним уроки дома, почти как в школе. Относиться к этому очень серьезно. И при этом не факт, что ребенку это понравится. Главное условие – это общение с ребенком. В семье для ребенка необходимо создавать такие условия, чтобы он хотел с вами общаться, чтобы общение доставляло ему удовольствие. Что бы вы ни делали, совместные действия с малышом должны сопровождаться обсуждением происходящего. Разговор с ребенком должен быть неторопливым, с яркой интонацией, четким произношением слов. Необходимо называть не только предметы, например, это зайчик, но и признаки этого предмета. Маленький, белый или серый, его качество мягкий, его свойства. Его густая шерстка будет согревать. И черты характера. Боязливый, добрый. Общаясь таким образом, вы создаете питательную речевую среду для развития речи вашего ребенка. Развивайте круг представлений ребенка об окружающих предметах и явлениях, знакомьте его с художественными произведениями. Предлагаю вашему вниманию мультфильм для самых маленьких. Обратите внимание на то, как правильно подобран ритм и темп в этом произведении. Этот стихотворный размер легко воспринимается детским ухом, быстро запоминается. А с какой любовью рассказываются персонажи. Наталья Ивановна, включите, пожалуйста, мультфильм. Внимание на экран, уважаемые слушатели. Мишка косоногий по лесу идет, шишки
Очень хотят буду шишки собирать. На улице собирать. Буду крепко спать. Слишком красавый и ты ясный. Формирование разговорной речи происходит прежде всего в повседневном общении с ребенком, в реальных жизненных ситуациях. Полезно сравнивать предметы. Например, когда вы собираетесь на прогулку, обратите внимание на размер обуви. У папины кроссовки большие, а твои маленькие. А на улице можно сравнивать предметы. Этот дом высокий, а этот низкий. Дорога широкая, а тропинка узкая. После возвращения с малышом с прогулки можно побеседовать с ним. А кого ты встретил на улице? Или что ты видел на улице? А с кем ты играл? А какие у него были игрушки? А что ты слепил из снега? Сейчас зима, это очень актуальный вопрос. Такие вопросы побуждают ребенка к ответу. Обычно дети с удовольствием рассказывают о том, что им понравилось на прогулке, с кем играл, какая у него была игрушка. Вы можете помочь ему. Задавайте ребенку вопросы, которые смогут кратко описать игрушку. Вопросы посмотрите они на экране. Какого она размера? Дети легко отвечают. А из какого материала сделан? Тут посложнее, скорее всего, вам придется помочь. Предложить ряд слов, которые выберет ребенок. А как играть этой игрушкой? Тут ребенок и покажет, и даже, наверное, расскажет. А в каком мультике ты видел эту игрушку? Это они тоже, скорее всего, вспомнят. Известно, как тесно связаны речь и мышление. Развивая речь ребенка, мы развиваем мышление и наоборот. Полезно объяснять причинно-следственные связи и мотивацию тех или иных действий. Например, моем руки, значит, будем обедать. Надеваем куртку, значит, идем гулять. Заиграла музыка, будем танцевать. И подчеркивайте результативность этих действий. Помыли руки, и они стали чистыми. Да. Ребенок оделся, значит, стало ему тепло. Многие взрослые считают, что развитие речи – это очень сложно. Развитие речи – это ведь не только правильное звукопроизношение, это еще и умение точно, ярко, метко выразить мысли своими словами. И обосновать свое мнение, умение слушать и слышать собеседника. И всегда вести диалог. Умение сравнивать, обобщать, делать выводы, найти суть и отличить. В этом всем помогает речь. Без речи я не представляю, как можно это делать. Детям нравится взаимодействовать с родителями. Отличным подарком крохи будет игра «Угадай по звуку». Я неоднократно пробовала и дома, и на работе. Беру несколько предметов из разного материала. Деревянный бокал, чашка из керамики, стеклянный стакан и железная кружка. Ребенок закрывает глаза, а я ручкой или карандашом дотрагиваюсь, издаю звук, и ребенок догадывается, угадывает, точнее, так говорим, угадай, угадывает, какой предмет издает такой звук. Это очень интересная игра, попробуйте сегодня же, вам понравится. Догадайся, где мы. Эту игру дети любят. Это надо взрослому завязать себе глаза, и ребенок берет этого взрослого за руку и идет в комнату, но не называет в какую. И уже рассказывает, в этой комнате, например, диван, стол, а на окне стоит цветок. А родитель должен догадаться, что это за комната, кухня, что ли? И так далее. Сейчас я вам предлагаю игру
Но это для более старших детей, потому что здесь очень сложные логико-грамматические конструкции. И если мне Наталья Витальевна поможет, то мы с ней покажем, как играть эту игру. Послушайте предложение, скажите, все ли в них верно. Если у вас есть возможность, то в чате дайте нам знать, что вы играете эту игру. Зимой в саду расцвели яблони. Неверно. Яблони расцветают весной. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. Внизу над ними, под ними Конечно. расстилалась пустыня. Очень внимательно. В ответ я киваю ему рукой. Ну, киваю ему головой. Конечно. Самолет сюда, чтобы помочь. Пропущено слово. Самолет летит сюда, чтобы помочь. Скоро удалось мне на машине. Здесь, мне кажется, совсем все сложно. Скорее всего, скоро мне удалось доехать, приехать на машине. А здесь мальчик стеклом разбил мяч. Здесь все перепутано. Мячом мы разбиваем стекла. После грибов, но точно пойдут дожди. Ну, у нас после дождей растут грибы. Я совсем запутала. Весной луга затопили реку. Но, к сожалению, у нас весной реки топят луга. Да, ну и последнее. Снег засыпало пышным лесом. Лес засыпало пышным снегом. Спасибо Сложно, вам. Татьяна Григорьевна. Я думаю, что здесь сложная логика грамматические конструкции. Да. Мы их обычно используем, когда будете или со старшими дошкольниками, или уже даже с первоклашками. Это сложно. Но вы можете сегодня попробовать и с мужем поиграть в эту игру. Посмотрите, насколько он внимательный. Также полезны игры на развитие фонематического слуха. Посмотрите внимательно и скажите, назовите только те слова, в названии которых есть звук «ш». Уважаемые слушатели, вы можете в чате ответить на вопрос Татьяны Григорьевны. Найдите картинки, где есть звук «ш». Напишите эти слова. Стесняемся, да. Ну, Наталья Витальевна, задание вам. Назовите только те картинки, в названии которых есть звук «ш». Шуба, мышь. Ой, спасибо, Анна Мишарина, умница, нашла шубу. Так, Ждем а еще. кто еще? Ждем Да, еще. это- Не подсказывайте. Хорошо, Наталья не Витальевна. буду подсказывать. Подождем. Смотрите, Татьяна Умница. Григорьевна. Мгм. Прочитайте, пожалуйста. Так, то, что я шуба. сейчас вижу. Мышь, шар. Ну, и Это у шар, нас шары. Эльвира отвечает. Эльвира Спасибо. отвечает, умница. Отлично. Есть еще одно слово. Кто найдет? Наталья Витальевна, ну блесните вашими А талантами. я пропустила, пытаюсь прочитать. Так, шуба, мышь, шар. И шапка. Шапка. Шапка была? Была. Анна писала. Шапка была, да. Шапка. Ой, простите, и шуба была. Лыжи и санки. Все. Отлично, спасибо, отлично, спасибо. Развитие речи дошколят в семье происходит в совместной деятельности. На одном из вебинаров я рассказывала о том, как можно в совместной деятельности создать ролик. Создание ролика – это прекрасная возможность реализовать новые идеи. Почему не попробовать стать режиссером? Если за дело взяться с интересом, то это поможет ребятишкам развивать речь, а дома сделает счастливую обстановку. А просмотр фильма позволит окунуться в незабываемый момент атмосферы создания этого фильма. Еще одна игра. Что? Даже не игра, это задание. Что было потом? Прекрасный способ развития речи. Тут надо вместе начать просмотр мультфильма какого-нибудь, ну или фильма, а потом выйти по делам по каким-то и спросить малыша, а что же было дальше? Что же было потом? Значение книги для развития речи ребенка очень велико. Книги расширяют представление ребенка о мире, знакомят его с вещами, природой, всем, что нас окружает. При чтении книг человек активно развивает речь и мышление. Книги будят мысль и воображение. Книга приучает к усидчивости и к выработке навыков самостоятельной работы, заставлять себя думать. Есть 10 причин, чтобы читать. Первое – это семейное чтение обладает поистине уникальными свойствами, способными создать дома теплую семейную атмосферу и успешную почву для развития личности. Если вы способны уделить детям такое внимание, они знают, что вы их любите. Важный аргумент, правда?
Чтение для детей делает, если вы читаете в детстве, это их делает будущими читателями. И это тоже хорошо. Детские книги так хорошо написаны, что они способствуют их творческому развитию. Книги помогут вашим детям научиться размышлять и фантазировать. До тех пор, пока ребенок не умеет читать, он будет считать вас волшебником. Ведь вы же можете из этих букв узнать какую-то мысль. Чтение вслух способствует развитию внимания вашего ребенка. Вы создаете удивительные воспоминания о прекрасных семейных вечерах, о теплом общении с ребенком. Книги способны развить очень много талантливых людей, талантливых девчушек и мальчишек. Рано или поздно, если вы будете много читать детям, рано или поздно кто-то из окружающих скажет, что вы вырастили очень хорошего, умного, воспитанного ребенка. Потешки – тоже любимый жанр. Потешки – это коллективное художественное творчество. Оно особенно полезно, наверное, маленьким детям. Они веками вырабатывали в себя жизненный опыт, коллективную мудрость и преподавали младшим поколениям, переходили от старшего поколения к младшим, активно пропагандируя высокие нравственные нормы и эстетические идеалы. Потешки дают детям уроки на всю жизнь. Уроки нравственности, трудолюбия, доброты, дружбы, взаимопомощи. Они пронизаны душевной теплотой и любовью и влияют на развитие речи детей. Предлагаю вам посмотреть видео. Внимание. Да? Эй, народ, подходи, сюда, погляди. Эй, народ, подходи, да сюда, подойди, будем деток веселить, да потешки говорить. Петушок, петушок, золотой петушок, масляный Петушок, золотой гребешок, масляный колошек, шелкового порожка. Что ты рано встаешь, Деткам спать не даешь. Что ты рано встаешь, деткам спать не даешь? Мишка косолапый, по лесу идет, Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает, песенки поет. Вдруг упала шишка прямо Мишке в лоб. Мишка рассердился и ногою топ. Мы сегодня хоровод, мы сегодня хоровод, Мы сегодня хоровод, мы сегодня хоровод. На лежанке дремлет кот, на лежанке дремлет кот. Не шумите, Ваську не будите. Вот проснется Васька кот, разобьет ваш хоровод. Спасибо, Татьяна Григорьевна. Я не знаю, вы сегодня просто неоценимые даете советы, рекомендации родителям вместе с Мариной Васильевной. И я уверена, что ваши советы, ваши игры найдут применение в каждой семье наших слушателей. Я благодарю всех участников за активное слушание и за участие в вебинаре. Спасибо вам. Спасибо большое. А я предоставляю слово Акимовой Ольге Владимировне, учителю-дефектологу нашему учреждению. Ольга Владимировна предлагает вашему вниманию советы, рекомендации, не менее важные и такие же интересные, и такие же применимые, да, для наших слушателей. Рассказывать, Ольга Владимировна, вам слово. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Воспитание ребенка с раннего детства начинается в семье. На примере речи близких формируется и речь самого ребенка. Недостаточное вмешательство в процесс формирования детской речи влечет за собой и отставание в развитии. Поэтому так важно, чтобы ребенок с раннего возраста слышал правильную, произносимую в спокойном темпе речь. Родители должны знать, какое значение имеет речь взрослых для ребенка и как правильно с ним общаться. Необходимо разговаривать с ребенком во время всех видов деятельности, как одевание или раздевание, игра, прогулка, уборка. Проговаривать и то, что вы с ним делаете, видите, что делает ребенок, что делают другие люди, что видит ваш ребенок. Учите вашего ребенка слушать звуки и шум, которые нас окружают. И, пожалуйста, следите, чтобы до уха вашего ребенка не долетали искаженные слова. Например,
слово «вообще», ну и так далее. Незнакомые, новые или длинные слова необходимо произносить особенно четко. Помогите ребенку обогащать свою речь новыми словами. Выберите 5-6 слов и назовите их ребенку. Дайте ему возможность повторить эти слова, поддерживайте ребенка. Если он произнесет их недостаточно хорошо, продолжайте их заучивать. После того, как ребенок научился произносить эти слова, введите 5, 6, 7 новых слов. Продолжайте добавлять слова до тех пор, пока ваш ребенок не узнает большую часть предметов окружающей жизни. Занимайтесь каждый день. Если ребенок произносит предложение, содержащее только одно слово, научите его коротким фразам. Используйте слова, которые ваш ребенок знает. Добавьте цвет, размер. Например, если ребенок говорит «кот», последовательно научите его говорить «большой кот», «Сашин кот», «черный кот», «пушистый кот» и так далее. Выдерживайте временную паузу, чтобы у ребенка была возможность подумать, прежде чем говорить и отвечать на вопросы. Расскажите короткую историю, затем помогите ребенку ее же рассказать вам или кому-нибудь еще. При затруднениях задавайте ребенку наводящие вопросы. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья нуждается в согласованных действиях родителей и специалистов. Наиболее высокие результаты развития адаптации особого ребенка достигаются при сочетании семейного воспитания и комплексной помощи специалистов. Наблюдайте за ним, заведите дневник наблюдений, показывайте его периодически специалистам, постоянно интересуйтесь в дошкольном учреждении достижениями и проблемами ребенка. Особое внимание следует уделять занятиям по развитию речи, тренировке памяти, выработке произвольного внимания. На занятиях я советую использовать простые вещи, которые есть дома и могут быть многофункциональными. Например, обычная пуговица, которую можно широко использовать в образовательных целях. Важное условие – ребенок должен играть вместе со взрослым, в целях безопасности. Пуговицы экологичны в работе, не вызывают аллергии, ими нельзя порезаться или уколоться, их легко мыть. Учитывая огромные развивающие возможности игр с пуговицами, предлагаю некоторые дидактические игры. Например, игра «Кружочки». Взрослый предлагает детям разложить пуговицы в нарисованные кружочки по цветам. Ребенок просит назвать цвет выбранной пуговицы. Игра «Пошли пальчики гулять». Пуговицы расположить в крышке коробки в виде тропинки. Для малышей дорожки из пуговиц лучше зафиксировать с помощью клея. Взрослый показывает детям, как пальчики рук умеют ходить и прыгать. Малыш повторяет движение, затем проходит дорожку самостоятельно. Игра «Воздушные шары». Взрослый предлагает ребенку превратить пуговицы в воздушные шарики. И ребенок должен прикрепить шар, соответствующий цвету нитки. С помощью этой игры можно отрабатывать предлоги «над», «под», «между», «около», форма сравнения «больше», «меньше», понятия «много», «мало», слова-признаки. Игра «Варенье для друзей». Рассматривая пуговицы, представляем, каким фруктом или ягодой может быть красная пуговица, желтая, зеленая, оранжевая, фиолетовая. Затем откладываем по одной баночку и просим ребенка проговаривать, какое варенье получится из названного фрукта или ягоды. Например, из клубники какое варенье получится?
клубничная, и сливы, сливовая и так далее. Игра клеточки. Взрослый берет одну карточку, выкладывает 2-3, затем можно и больше пуговиц ячейки и просит ребенка запомнить их расположение, а затем накрывает свою карточку бумагой. А малыш должен запомнить и разложить пуговицы таким же образом по памяти, но только уже на своей карточке. Игра путешествия пуговки. Нарисовать ломаную линию и по ней передвигать пуговицы. При этом можно пропевать гласные звуки. При этом дифференцировать изменение силы голоса. Пуговка поднимается вверх, поем громче. Пуговка поднимается вниз, поем тише. Игра «Умелые пальчики». Ребенку предлагается с помощью 2 одноименных пальцев обеих рук переложить пуговички из коробки на стол. При этом в процессе должны участвовать все пары пальчиков по очереди. Да? Вот. Игра коллекция. Назвать цвета, сосчитать количество пуговиц каждого цвета, сравнить, угадать пуговицы по описанию. В первом ряду из пластмассы, среднего размера, красная, без узора. Описать пуговицу, которая находится в правом верхнем углу, слева от синей пуговицы, между желтой и белой и так далее. Разнообразное количество игр с этими пуговицами можно придумать даже самим. Уважаемые родители, чаще хвалите и поддерживайте своего ребенка, и результаты не заставят вас ждать. И так и будет, уважаемые слушатели, если вы внимательно слушали советы нашей Ольги Владимировны. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание. Спасибо. Я предлагаю вашему вниманию советы инструктора по физическому развитию нашего учреждения Сирой Марины Геннадьевны о том, как же можно развивать речь дошкольника во время проведения занятий по физическому развитию. Главная цель физического воспитания дошколят состоит в том, чтобы удовлетворять главную естественную биологическую потребность ребенка в движении, добиться хорошего уровня здоровья и всестороннего физического развития. Следовательно, помимо развития физических качеств, целесообразно уделять внимание и такой важной образовательной области, как речевое развитие. С каждым годом число поздно говорящих детей возрастает. Активный словарь детей становится крайне низок. Дети стараются обходиться мимикой, жестами, но никак словесным выражением потребностей и просто общением. На занятиях физкультурой наши педагоги стараются помочь детям овладеть развитием не только крупной моторики, но и мелкой, отвечающей за умственное развитие и развитие речи. Формы и методы, способствующие развитию речевой активности школьников на занятиях физической культуры, вы видите на экране. Это, во-первых, речь взрослого. Как известно, дети младшего возраста стараются подражать поведению взрослых. Речь детей формируется под влиянием речи взрослых. Следовательно, если родители или педагоги четко, логично и правильно излагают свои мысли, ребенок будет неосознанно стремиться делать так же. Особое внимание следует уделить правильности произношения слов. Пальчиковые игры – это мощная, целенаправленная тренировка для мозга ребенка, стимулирующая его развитие. Многие исследователи, занимающиеся проблемой воспитания детей младшего школьного возраста, указывают на взаимосвязь и взаимозависимость становления моторной и речевой функций. Мои коллеги сегодня уже об этом не раз упоминали.
Доказано наличие связи между совершенствованием тонких движений пальцев рук и активной речи ребенка. Вот, например, пример пальчиковых игр. Мы поднимаем с детками пальчики. Этот пальчик – дедушка, этот пальчик – бабушка, этот пальчик – папочка, этот пальчик – мамочка, а этот пальчик – я. Вот и вся моя семья. Считалочки, зазывалки, речевки, девизы – это вид детского творчества. Небольшие стихотворения с четкой рифмой и структурой с шутливым характером, предназначенные для случайного выбора участника игры из множества, для привлечения их к игре. Считалки и зазывалки способствуют развитию четкой артикуляции и дикции у детей дошкольного возраста. Ну вот, например, зазывалка. Таю, таю, налетаю, вас в игру всех приглашаю, а в какую не скажу, зазывалкой расскажу. Речевка также очень часто применяется с детьми дошкольного возраста. Речевка – это небольшой, ритмически организованный текст различного содержания, исполняемого группой детей. И девиз – это короткая и емкая фраза, заменяющая приветствие и характеризующая ту или иную вид деятельности участников. Объяснение правил игры. У любой игры есть определенные правила, которые водящий или организатор игры должны объяснить своим играющим. Сначала целесообразно о правилах рассказать взрослому, а затем, впоследствии, предложить это делать самим детям. Объяснение правил игры способствует развитию логичности, четкости речи, повышению самооценки ребенка. В процессе объяснения правил ребенок учится строить сложно подчиненные и сложно сочиненные предложения в соответствии с правилами и нормами русского языка. Также существует огромное множество различных видов игр с речевым сопровождением. Это игры с мячом, скакалкой, подвижные коллективные игры, народные игры, игры с цветом, интерактивные игры. Вот, например, игры с мячом, логопеды очень часто в своей практике их используют. Даже у нас на вебинаре Татьяна Григорьевна вам некоторые игры, подобные с мячом, демонстрировала. Почему? Мяч отвлекает ребенка от дефектов речи, расслабляет его и превращает полезное занятие в развлечение. Дети дошкольного возраста очень любят игры с мячом. Но помимо просто игр с ним, целесообразно использовать следующие приемы. Отхлопывание ритмичного рисунка, отхлопывание и отстукивание количества слогов в слове, наращивание слогов. Например, игра «Брось, добавь». Здесь мы формируем умение ловить мяч и складывать слоги в слова. Например, «жара», «море», «груша» и так далее. Игра «Скачет мячик». Во время этой игры мы формируем умение отбивать мяч об пол с проговариванием ритмичного рисунка. Скачет мячик как живой, мячик, мячик, что с тобой? Ничего он не сказал, лишь быстрее ускакал. Как вы понимаете, вот я киваю головой, а ребенок отбивает мячик. К сожалению, технические возможности не дают нам подбивать мяч. Игра для подготовишек. Играем в звуки. Цель этой игры – закрепление дифференциации гласных и согласных звуков, развитие внимания, быстроты мышления. Здесь мы детям поясняем, что при ловле мяча красного цвета ребенок называет какой звук? Гласный. При ловле синего мяча ребенок называет синий. Ой, согласный, извините. Спасибо. Скакалка также может послужить хорошим помощником в развитии речи на занятиях физкультуры в дошкольном учреждении и в домашних условиях.
Прыгая и проговаривая ритмичный рисунок, ребенок также будет совершенствовать свой речевой аппарат в игровой форме. На скакалке я скакала и ни капли не устала. Раз, два, три, четыре, пять, буду дальше я скакать. И здесь ребенок может до 100 посчитать, пока он скачет, насколько у него силы и умений хватит. Подвижные, коллективные и интерактивные игры. Например, такая подвижная игра, наверное, всем известная. Да? Гуси-гуси, га-га-га. Дальше не будем мы проговаривать. Для детей младшего дошкольного возраста, например, игра с цветом. Игра средней подвижности в бассейн ныряй, цвет называй. Это игра, да? Здесь мы тренируем умение энергично отталкиваться двумя ногами от пола и прыгать в сухой бассейн. И уметь при этом четко и правильно называть цвета мячиков сухого бассейна, которые детей окружают, которые они видят. Таким образом, уважаемые слушатели, интеграция физического и речевого развития дошколят играет колоссальную роль в становлении личности ребенка, в гармоничном развитии как физических, так и психических качеств детей, делает занятия физкультурой и спортом полезным и увлекательным, как дома, так и у нас в детском саду. Уважаемые родители, коллеги, наша встреча сегодня подошла к концу. Нам очень хочется надеяться, что мы раскрыли тему о здоровье ребенка, о его грамотной, красивой речи, как правильно сформировать речь ребенка. Мы просим оценить, нам всегда очень важно знать вашу оценку проделанной нами работы, о том, насколько важна вам эта тема, насколько актуальны методы, приемы, которые вы услышали по 10-бальной шкале. Нам ваша оценка нужна для дальнейшей нашей работы, для нашего совершенствования деятельности нашего консультационного центра. И мы будем очень вам благодарны за несколько слов отзывов или комментариев, которые вы оставите в чате. Я вижу, уважаемые слушатели, вы нам ставите высокие оценки. Большое вам спасибо. Мы желаем вам и вашим семьям самое главное – здоровья. Берегите себя и до новых встреч!